Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Элайф. Сегодня мы продолжаем с вами адвент-календарь Таро и открываем наш следующий расклад. Давайте посмотрим. Гадать я сегодня буду на Таро Висконти Сфорци. Так. Что у нас здесь? Так, тут был скелет в шкафу. Что у нас новый расклад, значит, показывает. Давайте посмотрим. Что ваше высшее я хочет вам сказать. Это очень интересный расклад, очень интересный. Что хочет сказать высшее я. Это прекрасно, я считаю. Ну, давайте посмотрим по вопросам, да? Так, значит, первая карта. Это ваше высшее я. Вторая карта. Что это высшее я хочет вам сказать. Третья карта. Что вы до сих пор, возможно, игнорировали. Четвертая карта. Как ваше высшее я может помочь вам в жизни. И пятая карта. Как вы можете быть более открытым для сообщений от вашего высшего я. Ну, вообще, это, конечно, интересно. Послание от высшего я. Это такая тема популярная. Давайте тогда сообщения принимать, да? Таро Висконти, убираю коробочку, перемешиваем наши карты. У нас будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Пока перемешиваю карты, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Потом после просмотра обязательно пишите комментарий. Смотрите видео как можно дольше, чтобы поддержать канал. Скидывайте донаты. Итак, снимаем 3 раза. 1, 2, 3. Смотрим, что там у нас на дне колоды. Ух ты, какая хорошая карта. Только вот ничего не видно. Что-то у нас опять с камерой. Смотрите, у нас тут выпала карта Туз Пентаклей. Это очень счастливая карта. Это карта-талисман колоды Таро. И, соответственно, просто так она никогда не падает. То есть эта карта показывает, что скоро вам в жизни повезет, особенно с деньгами. Высшие силы через эту карту подали вам знак, что раз вы смотрите начало этого видео, а обычно не то, что уж начало, и вообще на моем канале Элайф мало кто смотрит видео. Тут то 1000 просмотров, то 800. И это тем более знак для вас, именно конкретно для вас, кто смотрит видео с самого начала, что вам скоро очень крупно повезет и придет какая-то большая сумма денег или неожиданный хороший, богатый подарок, или, может быть, даже предложение руки и сердца будет. Для кого что на самом деле важнее, да? Вот такая, значит, счастливая карта. Сегодня еще бы фокусировала камера. Что же мне с ней сегодня такое? Хорошо, давайте выкладывать первые карты. А первая карта это и есть ваше высшее я. На позиции первая карта это и есть ваше высшее я. Итак, выкладываю 3 карты, 3 позиции. Вы можете посмотреть от своего лица, да, послание от высшего я, и можете посмотреть послание высшего я для вашего любимого человека, но я буду разговаривать, как будто бы это со мной человек беседует, да, что как бы с каким-то оппонентом, да, с кем-то, кто пришел ко мне на консультацию. Итак, давайте, значит, первая позиция у нас тут аметист кварц. Уж не знаю, почему же ты не фокусируешь. Да что же это такое? Не знаю, что с ней. Вторая позиция, вот такой флюорит. И третья позиция у нас гематит, но он вот такой вот интересный, он с красным отливом гематит. Я такой никогда не видела. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с первой позиции, остальные убираю в сторону. Послание вашего высшего я. Для вас. Итак, первый камень у нас аметист кварц, и первая карта это ваше высшее я, а это у нас с вами 6 жезлов. Ваше высшее я является
настоящим источником побед для вас, то есть настоящим подсознательным победителем, да. И получается, что ваше высшее я дает вам очень много энергии для свершений в жизни. Вообще, ваше высшее я на самом деле это дух боевой, дух готовый к тому, чтобы быть предводителем. И на самом деле, возможно, когда-то в другой жизни вы были генералом, полководцем или, может быть, каким-то королем, который вел за собой народ. Потому что ваше высшее я – это все лавры победителя, да, несет в себе, то есть как программы такие победителя. И, соответственно, раз есть такое, да, что ваше высшее я несет в себе вот это вот состояние, значит, в прошлых жизнях это состояние накопилось, то есть было приобретено многочисленными годами опыта, да, то есть это опыт победителя. И значит, что на вас это, естественно, будет отражаться, да, и ваше высшее я наверняка влияет на вас именно тем образом, чтобы ваш дух поднять, да, и вы воспряли бы, восстали бы и все-таки действовали в своей жизни, то есть преодолевали любые проблемы, трудности. А когда бы вы, допустим, где-то были, да, в каких-то трудных ситуациях, чтобы вы все это могли каким-то образом проработать и понять, насколько вот вы энергичный, яркий человек, который может еще и за собой-то повести кого-то. Хорошо. Что хочет вам сказать ваше высшее я? Здесь у нас, значит, тройка мечей. Вы знаете, эта карта четко показывает, что высшее я обижается на вас. Да, это правда, обижается. А знаете, почему обижается ваше высшее я на вас? Потому что, скорее всего, вы пасуете перед какими-то трудностями, вы не хотите побеждать. Иногда вы считаете себя в проигрыше. А ведь вы настоящий талант полководца, настоящий лидер, настоящий такой вот яркий предводитель для многих, ведущий там, не знаю, группы или начальник. И, соответственно, вы должны взять и совершить, да, свое предназначение в жизни, пойти вперед, там, да, делать что-то такое яркое, а вы как будто бы где-то застряли, у вас много внутренних обид, у вас много внутренних каких-то комплексов, вы, может быть, получили психологическую травму предательством или еще что-то, и, естественно, вы замкнулись. Как победитель вы не реализуетесь, а это нужно делать, нужно. Давайте посмотрим. Вот ваше высшее я хочет сказать, ты меня обижаешь, у меня такие потенциалы, да, ты должен реализоваться или должна. Давайте посмотрим, что вы до сих пор, возможно, игнорировали в своей жизни. Тут, значит, мы видим настоящую королеву жезлов, и вы игнорировали себя, да, себя, свое я, свой имидж, свою силу. И неважно, мужчина вы или женщина, у вас есть невероятные колдовские способности, которые передавались вам по роду и из прошлых жизней. Вы, скорее всего, обладаете невероятной интуицией, харизмой, притягательностью, сексуальностью. Между прочим, сексуальность очень помогает в жизни пробиваться, потому что когда человеку симпатизируют окружающие, они идут за ним, и они действительно ему даже помогают. И вот вы знаете, вы это все в себе игнорируете, вот эти лидерские качества, вот это умение делать себя, свой имидж, свой стиль, свой бренд, я не знаю. Вы игнорируете в себе самостоятельность, вы игнорируете в себе свои способности, свой дар. Вы все это в себе берете и запираете куда-то в свои обиды, понимаете? Конечно, высшее я негодует, конечно, высшее я бунтует, тем более в нем сидит бунтарь. Хорошо. Как ваше высшее я может помочь вам в жизни, сейчас особенно? Здесь у нас, значит, пятерка кубков. Может убрать ваши все жизненные трудности и разочарования. Обратитесь к вашему высшему я, потому что там сидит генерал, да, и скажите, вот как ты бы, генерал, поступил вот в моей ситуации? Как бы ты, как полководец, стал бы реагировать на те жизненные моменты, которые меня сейчас преследуют и в которых я чувствую себя,
ну, немножечко вот как бы человеком, который пасует, который не может с ними справиться. И поверьте, ваш внутренний генерал, ваш внутренний полководец, он вам обязательно ответит, он поправит себе, значит, шапку, может быть, как-то расправит усы, топнет ногой, клюкой там, да, и скажет, вот я бы так поступил, я бы сделал совершенно иные вещи, чем ты. И уж точно не стал бы в себе копить эту обиду, да. Как вы можете быть более открытыми для сообщений от вашего высшего Я? Давайте посмотрим. Значит, 9 мечей. Нужно понимать, что это ваши страхи, они придуманные, что это ваша тьма, в которую вы погрузились, что это все иллюзорный мир на самом деле. Высшее Я всегда хотела с вами разговаривать. У вас есть и ангел-хранитель, и Бог всегда хотел быть на связи с вами. Просто вы этому не верите, да, и вы верите только в негативный сценарий, в какой-то фильм ужасов, который вы полностью придумали и сами себе создали. И мое мнение здесь, что единственный способ для того, чтобы поговорить, принимать сообщения от вашего высшего Я, да, быть открытым для этого, это нужно просто взять и понять, что вот то, что вы себе заблокировали, это все просто ваша выдумка, это все просто то, что вы себе нарисовали какие-то темные истории. На самом деле мы все можем рисовать темные истории в своем воображении, в своей голове, но высшее Я — это светлое Я, это наша светлая часть, оно светится всегда, оно как маяк, да, зовет вас на скале: иди за мной, иди на мой зов, иди на мой свет. И, соответственно, если вы поговорите с вашим генералом, который сидит внутри, вы поймете, насколько вы ошибались и насколько можно изменить свою жизнь к лучшему. Любой бы генерал поправил бы себе там камзол, да, встал по стойке смирно, сказал: я пойду и все преодолею. Вот я победитель по жизни, я ничего не боюсь, я с честью и достоинством приму любые удары. Вот и вы также должны сделать. Вот. Ну, вот такая первая у нас позиция, да. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Сообщение от вашего высшего Я мы здесь смотрим. И наш камень, значит, флюорит. И первая карта, это ваше высшее Я. Кто там вообще сидит-то у вас в высшем Я? А у вас в высшем Я сидит король Пентаклей, замечательный, добродушный человек такой, знаете, правитель, хозяйственник, мужчина. Даже если вы женщина, там сидит мужчина. Возможно, это связь из прошлых жизней, да, что раньше были мужчиной в прошлых жизнях. У этого человека есть лидерские качества, хорошие качества характера, доброго семьянина, человека, который серьезно относится именно к семье, к роду, к своим обязанностям в доме. Человек приятный в общении, человек, который умеет давать советы. Здесь сидит у нас король Пентаклей, а это значит, что человек, у которого есть изобильная энергия, то есть у вашего высшего Я есть притяжение денег, это совершенно точно. Вы можете стать настоящим королем, то есть тем, у кого есть действительно замок, действительно трон, и значит, вы можете быть богатым человеком. Всего этого вы можете добиться с помощью, чаще всего, конечно, своего бизнеса у короля Пентаклей, либо руководящая должность, либо свой бизнес. И значит, в вас сидит настоящий бизнесмен, настоящий король Бубен, да, то есть тот, кто действительно умеет хорошо зарабатывать, у кого есть коммерческая жилка, предпринимательская, и тот, кто делает себя сам, свою жизнь берет в свои руки и ни за что не отдаст кому-то бразды правления, а еще просто так и бесплатно ничего делать не будет, да. То есть это вот такой вот немножечко все-таки приземленный человечек. Но высшее Я не может, конечно, быть уж совсем приземленным. Но в прошлых жизнях вы, скорее всего, были часто мужчиной, часто королем, часто придворным, может быть, каким-то вельможей, у которого есть хозяйство, жена, множество, там, 14 детей, которому все это надо вот своих там каких-то слуг организовать, чтобы в доме все было чисто, красиво, приятно, чтобы жена все делала, чтобы дети все делали, чтобы слуги все делали, чтобы там егоная молотильня, ой, что я сказала, простите, его молотильня-коптильня работала, там, да, какая-то, может быть, может он ремесленник, или может он там
у него заводик свой есть, банк свой, может быть, вот чтобы это все работало, он все следил бы, да. И вот вы, возможно, и не раз, и не два были в прошлых жизнях таким человеком, и вы, когда пришли сюда, да, ваше высшее я явно настроено на то, чтобы зарабатывать, даже несмотря на то, что в том мире нет привязки к материальным и к деньгам. Но привязки-то, может, и нет к материальным и деньгам. Однако все знают, что бедного человека научить духовности невозможно, потому что он голоден, и пока ты его не накормишь, он не пойдет за тем, чтобы изучать, да, посвящаться в какие-то высокие материи, энергии. И это, скорее всего, подсознательно точно знаете и вы. Хорошо. Давайте посмотрим, что вам хочет сказать ваш внутренний король. А ваш внутренний король хочет сказать Паж кубков. Он хочет сказать, что, во-первых, кто-то к вам очень расположен. И, возможно, кто-то вас любит, а вы этого даже не замечаете. Во-вторых, скоро близится, может быть, какое-то интересное знакомство, которое много чего изменит в вашей жизни. В-третьих, вы, скорее всего, можете получить в скором времени приятное сообщение или предложение. И готовьтесь к этому. И в-четвертых, будьте лояльны, будьте приятны, будьте нежны и все решайте полюбовно в ближайшее время, потому что иначе вы себе много чего напортите. Вот понимаете, бывает такое, что человек грубоват, а грубоватым вам быть точно нельзя в ближайшем будущем, потому что вы можете с помощью вашей грубости такого наворотить, потом это никогда не исправишь. Паж кубков. Будь нежным, будь приятным, будь одухотворенным и со всеми разговаривать только полюбовно. Да? Хорошо, давайте посмотрим, что вы до сих пор, возможно, игнорировали. Вы игнорировали мир. Ну, вы игнорировали мир в каком плане? Что вы можете передвигаться куда хотите. На самом деле просто вы боитесь, допустим, или не решаетесь. Дальше, значит, мир. Вы игнорировали то, что можете выйти на следующий уровень бытия, развития, да. То есть вы уже могли бы пройти какие-то свои испытания и усвоить уроки. Дальше, значит, мир. Что вы еще в себе игнорировали? То, что вы с помощью мира можете создавать более прекрасные связи и улучшать настроение окружающим больше, чем с помощью вражды и с помощью каких-то, ну, там, не знаю, своих выпадов, да. И чем более мирным человеком вы будете, чем более гармоничным, чем более дипломатичным, тем ближе вы будете к вашему высшему я, королю Пентаклей, который все решает только полюбовно, который умеет решать полюбовно, умеет договариваться, он настоящий дипломат. И, соответственно, мир – это тоже дипломатия. Вы игнорировали в своей жизни умение быть дипломатичным человеком, а это очень важно для вас, потому что вы многого чего можете добиться с помощью именно хорошего словца, дипломатии и умения договариваться. Не игнорируйте в себе эту способность, она самая важная в вас, что вы умеете вести диалог с людьми. Более того, мир – это что-то найти в интернете. Какие-то услуги, какие-то товары, какие-то, может быть, знания найти в интернете. Вы должны были давно, уже вы это игнорируете, а вам надо. И высшее я вам хочу сказать, надо, срочно это найти. Организовать что-то с помощью интернета. Как ваше высшее я может помочь вам в жизни сейчас? Ну, естественно, здесь у нас, значит, выпала карта колесо. Ваше высшее я может сделать так, чтобы колесо фортуны завертелось, и ваша жизнь изменилась в лучшую сторону, вот кардинально, причем сама судьба будет это решать, и ваше высшее я будет вам помогать при этом. То есть ваш внутренний король Пентаклей, хозяйственник, вельможа, купец, там, я не знаю, король, царь, может быть, какой-то придворный, может быть, какой-то банкир, да, из старых времен. Он точно знает, что сейчас жизнь будет меняться, куда-то покрутится, закрутится, и он будет вас поддерживать в этом. Он будет вас стабилизировать в этой ситуации. Как вы можете быть более открытым для сообщения от вашего высшего я? Давайте посмотрим. Ну и тут у нас 7 мечей.
Вы знаете, эта карта, она и показывает вашу закрытость. Вы закрываетесь от вашего высшего я, а на самом деле он давно хочет с вами поговорить, он давно с вами пытается говорить и пытается выйти на диалог. А вы закрываетесь, вы скрываетесь от него. Так вы перестаньте скрываться, не врите себе ни в чем. Вот вы знаете, вам нужно выйти с ним на связь, вот прям сесть в медитацию и выйти на связь, вот представить образ, который соответствует вашему высшему я, и поговорить с ним. Это, во-первых. Во-вторых, 7 мечей – это карта человека, который может обманывать других людей. То есть, если вы будете честны с другими, ваше высшее я будет к вам ближе, естественно. Человека, который пытается все вертеться, что-то вертеться, да? Хочешь, мол, жить, умей вертеться. А это, вот сейчас это вам не нужно совершенно. Нужно быть, наоборот, честным, открытым, приятным, коммуникабельным человеком. И еще 7 мечей – это тот, кто все время пытается взять свое, то, что ему, мол, полагается, а у него забрали. Вот вам нужно срочно перестать это делать, срочно перестать, чтобы ваше высшее я могло с вами все-таки быть на связи и передавать вам настоящее сообщение, потому что какие-то его сообщения вы даже трактуете неправильно или подменяете вообще. Ну, вот такой ответ дали карты по второй позиции. А мы идем с вами к позиции номер 3. Тут у нас интересный гематит с красным отливом. И высшее я вашим. Сообщение от вашего высшего я, тема расклада. И первая карта – это и есть ваше высшее я. Ой, а ваше высшее я – это рыцарь Пентаклей. Вы знаете, ваше высшее я – это человек настоящий, честный, работящий, вот такой вот абсолютно приземленный, хороший, светлый. Настоящий рубаха-парень, на которого можно положиться. Наивные у вас высшие я, немножко наивные. В работе хорошее, настойчивое высшее я. А вот в жизни оно наивное, не романтичное, не умеющее себя ну, так поставить, да, чтобы вот личные отношения действительно развивались, как хотелось бы на самом деле. То есть в прошлой жизни или в прошлых жизнях у вас не особо был опыт в любви, но у вас был опыт в зарабатывании денег, в освоении ремесел, в том, чтобы действительно много работать, вы настоящая рабочая лошадь. И, соответственно, вот высшее я ваше, ну, абсолютно честное, да, честное и прозрачное. И, конечно, немножечко вот бесхитростное. Поэтому, когда вы с ним разговариваете, понятно, что оно будет говорить все прямо, как оно есть, без приукрас, понимаете? И вообще считает, что жить нужно по-простому. Вот ваше высшее я, оно считает, жить нужно, как Бог послал, да, по-простому. Сколько заработал, столько заработал. Лучше медленно, но верно продвигаться вперед. Люблю копить деньги. Люблю, чтобы у меня было имущество. Даже при том, что высшее я не связано с материальным, да. Но вам, как будто бы как человеку, вот высшее я считает, что нужно имущество, нужно какое-то вот место в этом мире, определенное место жительства, да, твердая почва под ногами. И вот лучше медленно, но чтобы вот все основательно было. Чтобы все было основательно. Неторопливое такое высшее я. Хорошо, давайте посмотрим, что оно хочет вам сказать. Ну и тут у нас, значит, вышла карта колесница. Ваше высшее я хочет сказать, что вам скоро нужно отправляться будет в путь, либо покупать себе транспортное средство. Да? Ну, чаще всего, конечно, отправляться в путь, и, скорее всего, туда, куда вы отправитесь, там лучше, мол, совет дает. Отправиться в путь там лучше, что-то там произойдет хорошее, куда вы поедете или отправитесь. Если же связано с транспортным средством, мол, оно тебе необходимо, решай вопрос, потому что это сильно улучшит и, там, допустим, упростит твою жизнь, да? Но это в случае, если у вас нет машины. Если все есть, особенно, да, отправляйся в путь, там тебе повезет, там будет все хорошо. Может быть, будет какая-то встреча знаковая. Вот. А еще не останавливайся, да, вот как ваш рыцарь Пентаклей, он никогда не останавливается, так и вы сейчас не должны никогда не останавливаться, просто не обязательно скакать, но главное не останавливаться. Вот бывает, что скачешь галопом, это одно, выдохнешься быстро, а ваше высшее я вам советует просто не останавливаться, даже если ты совершенно маленькие шажки делаешь в день там, да, вперед.
Еще может советовать здесь по карте колесница побеждать. А чтобы побеждать, мол, пиши планы на будущее, да, там, или составляй планы на будущее, чтобы у тебя были определенные цели. Вообще, пусть у тебя будут люди, которые с тобой имеют одни похожие цели, а не разные. Так, следующая у нас карта. Давайте посмотрим. Что вы до сих пор, возможно, игнорировали? А до сих пор вы, возможно, игнорировали короля мечей. Во-первых, могли по королю мечей игнорировать собственную дисциплину, а ведь давно могли себя взять в руки в каком-то вопросе и уже все решить. Высшее Я настаивает, чтобы вы брали себя в руки, да, и дисциплинировали, жили вообще по расписанию. Почему бы и нет, рыцарь Пентаклей, это в его духе. Но при этом, возможно, вы игнорировали вообще какого-то мужчину. Возможно, даже знака воздуха или, там, допустим, Козерога. Тоже бывает король мечей Козерогом, бывает Скорпионом, бывает знаком воздуха. И, соответственно, вы могли игнорировать какого-то человека очень важного в вашей жизни, нужного в вашей жизни. Но как-то вы обращались с ним не так, неправильно. И Высшее Я считает, что нужно иметь другой подход какой-то к этому мужчине. Однако разрывать связи с таким человеком нельзя, у вас сильная энергетическая составляющая. То есть такое тоже может быть, мол, важную роль в твоей судьбе играет, и зря ты его игнорируешь, этого человека, понимаете? Так, как ваше Высшее Я может сейчас помочь вам в жизни? Давайте посмотрим. Вышла карта у нас, значит, 4 жезлов. Это хорошая карта. Ваше Высшее Я, как любой рыцарь Пентаклей, может помочь вам накопить на имущество. Если вдруг у вас еще нет определенного имущества или крупного имущества, или имущества, которого вы хотите, Высшее Я действительно может помочь организовать все так, всю вашу жизнь, да, чтобы вы могли накопить, насобирать, купить себе как можно больше имущества. Вообще земли, вот владение землями, владение участками, владение домами, квартирами, даже садами, это все в ведении нашей 4 жезлов и нашего рыцаря Пентаклей. Поэтому здесь совершенно точно ваше Высшее Я может помочь вам обрести какие-то материальные блага в виде недвижимости. А также ваше Высшее Я может помочь обрести вам дом, семью, детей, вы знаете, хороший, твердый, там, честный брак. И рыцарь Пентаклей, он всегда настроен на то, чтобы быть вот в каком-то прочном браке. То есть это тоже может помочь, если вдруг у вас нету. Как вы можете быть более открытым для сообщения от вашего Высшего Я? Давайте посмотрим. 8 жезлов говорит о том, что если вы будете в жизни хоть как-то шевелиться, открыты для общения, разговоров, может быть, каких-то новостей, то ваше Высшее Я будет более активно передавать вам сообщения. Мол, откройся для сообщений, и я передам тебе сообщения. Да? Также 8 жезлов – это вообще более активный человек в жизни, более расторопный, который умеет добиваться своих целей, который даже много берет всяких дел, суетится даже бывает. Хотя рыцарь Пентаклей у нас не суетится, но его сообщения через большие многочисленные действия вы можете получать гораздо быстрее. То есть, если вы в жизни шевелитесь, то и рыцарь Пентаклей, ваше Высшее Я сможет передавать вам быстрее эти сообщения, которые хочет передать. Вообще, выходите с ним на связь с помощью медитации, это очень полезно на самом деле. И когда вы будете соединяться с вашим Высшим Я, получать, да, вот эти вот какие-то его сообщения, обязательно записывайте эти сообщения, как вы их воспринимаете, потому что потом вы будете зачитывать и понимать, что они были очень полезные. Ну, вот такой ответ дали карты по 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.